Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ласка нашего Пана Иисуса Христа, любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с усіми нами. И с Духом Твоим. Дорогие учени, привитание на вечерней святой души. Сегодня в литургии Костела святкуем и вспоминаем святую Катерину Сиенскую, панну и доктора Костела, которая является так само опекункой Европы. Святая Катерина народилась в 1347 году в Сиене. С самого маленства льнулась до досконалости. Позднее уступила у третий закон святого Доминика. Полная любовь до Бога и до ближних посприяла умацаванню спокою поміж городами. Мужно змагалася за правы и свободу римского понтифика, подтримывала реформу религийного життя, покинула творы, просякнутые глубоким учением и полные Божьего Духа. Померла в 1380 году. Еще у меня про заступництво святой Катерины молимся за всю Европу, особливым чином, как каждый день молиться за медиков, за службу охороны здоровья, вообще, кто ратует життя, кожне життя у часі епідемії. Особлива інтенція этой святой души, интенция нашей супольности Матери в молитве. Молимся за Алину, Всеволода, з нагоди дня народження, просячи потребу ласку, заступництва Матері Божией, и сьогодні так само святой Катерины. Как вы могли годно спасти наисвятейшую обряду, перепросим Бога за наши грехи. Споведающая Бог всемогу нам, и вам, браты и сестры, что совершил я вельми, думкою, словом, ушимком и занятованием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, наисвятейшую, зачетый Панну Марию, пусть ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу. На земле покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинокого, Иисус Христе, Пане Боже, Баран Божий, Сыне Отца, який вечность Тебе прохистел, смилуйся над нами, який вечность Тебе прохистел, прими моление наше, який святишь права душайся, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым, у хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Милосердный Боже, святая Катерина Сиенская наполнилась любовью до Тебе, развожающая в церкви
и служила Твоему костелу. Праз її заступництва ученика мы доучилися до таємниці Христової смерті і воскресення, и отримали вечную радость, коли Он прийде у славе, який с Тобою живе и владарец у едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Аминь. Читание первого послания святого апостола Иоанна. Умилование. Новину, якую мы почули от Иисуса Христа, обвящаем вам, что Бог есть светло, и нема в нем ніякої теми. Коли мы кажем, что маем едность с Ним, а ходим у темы, то мы хлусим и поступаем не по правде. А коли ходим у святле, як Он есть у святле, то маем едность поміж собою. И кров Иисуса, Сына Ягоного, очищає нас от усялякого граху. Коли кажем, что не маем граху, ошибаем самих себе. И нема у нас правды. Коли ж вызнаем грехи наши, то Он, верный и справедливый, пробачить нам грехи и очистить нас от усялякой несправедливости. Коли кажем, что мы не сгрешили, то робим Его и лгуном, и нема у нас слова Ягоного. Дети мои, гэта пишу вам, как вы не грешили. Коли ж кто сгрешит, то мы маем заступника перед Отцом, Иисуса Христа Справедливого. И Он есть охвяра и милостивление за наши грехи, и не только за наши, але так само за грехи усього свету. Это Слово Божие. Дякую вам, Богу. Нехай моя душа благословляет Бога. Нехай моя душа благословляет
час, отказываючи, Єзус сказав: «Прославляю Тебе, Отче, под небо и земли, что Ты сховал это от мудрых и разумных и открыл это детям. Так, Отче, вот такая была Твоя добрая воля. Ущо передадено мне Отцом Моим, ніхто не ведає Сина, апроч Отца, и ніхто не ведає Отца, апроч Сына, и того, кому Сын захоче открыть. Придите до меня, все спрацованные, тяжарные, и я супокою вас. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем. И знойдите спокой для душ ваших, бо ярмо мое любое и тяжар мой легкий». Это слово. Хвала Тебе, Христе. Дорогие сестры и браты, сегодняшнее Божие Слово дотичиться таких двух важных речей для нас, для життя чоловіка. Перше читання, яке ми чули з послання святого апостола Яна, где говорка про світло. І напевно, може, вообще ми хочемо ходити у світлі, так як говорить апостол, для того, как бачить, для того, как не спотыкнуться, для того, как не разбить себе нос, в конце концов. И, конечно же, так отбывается тогда, когда человек має свідомість своєї слабості, своєї грешності, тоді він може ходити у світлі. Тоді він може бачити те, що є навколо, він може ставити собі які мети для того, як їх осягнути, для того, як їх неким чином здійснити у своєму житті. А Евангелие, которое представляет нам сегодня Матфей, говорит про другую речь, которая так само вельми важная для каждого христианина, это покора. Иисус розпочинає такими словами: «Прославляю Тебе, Отче, Пан неба и земли, что Ты сховал это от мудрых и разумных, а открыл детям». Возьми, каже, я тихий, покорный сердцем. Иисус для нас является таким наилепшим прикладом вышменовита этой мудрости, которая закрыта перед разумными этого света, мудрости Божией. И видим, что быть покорным это не так все-таки просто. От этого залежит так само, если мы умеем ходить у світлі, если мы хотим ходить у світлі. Коли поглядим на свое життя, на свои поступки, думаю, что вельми часто можно знайти такие моменты, когда нам заправды, так, навіть невооруженным боком бачно, что тут, в этом месте нам не хватает покоры, что тут мы здесь и шли в темру, а тут были шляпы. И заправды таких моментов, думаю, что на протягу не обов'язково всього життя, і може навіть некількох днів, тижнів, можемо ми налічити кожен у собі десятки. І Ісус говорить у першу чергу про себе. Я тихий, покорний серцем. Вчитеся від мене, ненавидно таким чином знайдете спокій для душі вашої. І коли переносимо эту ситуацию, эту науку Иисуса Христа на сьогоднішню нашу ситуацию, яка панує у світі, думаю, що те, що відбувається, це так само для нас такий особливий момент для всього світу. Ось науки покори Божої. І так само шанс, як навчитися ходити у світлі, розуміючи, усвідомляючи свою слабість, усвідомляючи свою грешність, свою недосконалість. Бо чоловік, звісно, ожидає бути найлепшим, найважнішим, найрозумнішим. І, звісно, до этого учат нас многие границы и информации, и ведов и так далее. А в таких
калі чалавек становіцца перад нечым неабачным, бездапаможным, то тады ўсе гэтыя навукі развальваюцца, крышацца, таму што яны проста ні да чаго не вядуць, яны нічога не маюць, каб сказаць ці нейкае меркаванне выказаць, таму што яны непрыдатныя. І сёння зноў жа вось на першае месца, мне здаецца, што выходзіць тое, пра што гаворыць Езус. Я ціхі і пакорны сэрцам. Вучыцеся ад мяне. Бо менавіта праз такія моманты нашага жыцця, дзе чалавек становіцца перад Богом, адчуваючы сваю слабасць, адчуваючы сваю недасканаласць, можа навучыцца гэтай сапраўднай пакоры, якой вучыць нас Езус Христос. Бо Ён прыйшоў для таго, каб выканаць волю Айца. Ён кажа, што ўсё перададзена мне Айцом маім. Усё. І ніхто не ведае, не ведае Сына, апроч Айца. Бог даў Езусу ўсё для таго, каб Ён гэта перадаў таксама нам, праз свой прыклад, праз сваю смерць у воскресенні. І думаю, што гэта таксама для нас шанс сёння для таго, каб, аналізуючы сваё сумленне, аналізуючы таксама сённяшнюю сітуацыю ў свеце, мы вучыліся пакоры. Дзякуючы гэтай пакоры навучымся жыць у святле, як дзеці Божыя. Праз заступніцтва Святой Кацярыны Сіенскай, панны доктара Касцёла, узнесём да Бога малітвы аб патрэбах усіх людзей. Молимся за Святый Костел, как молитва всех его детей, и прошлого избавления для сучасного света. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за духовных особов, как они наследовали Христа и своим прикладом заохочивали верников до святости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за теологов, как здобытыми ведами, и они допомагали сучасным людям наблизиться до Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, как она приняла учение Христа и христианскую традицию. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Арину и Всеволода с нагоды дня народжения, просячи о Божьем благословении и потребных ласках для них. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за супрацовников службы охоты здоровья, просячи, как Пан Бог потреблял их у штоденной працы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутных, как кожен из нас имкнувся до святости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, прими наши молитвы и праз заступніцтва Святой Кацярыны, опекунки Европы, навучи нас сапраўднай Божай любові праз Христа, Пана нашего. Аминь. Serca
Моліться, ще брати і сестри, як мої вашу оферу прийняв Бог, Отець Всемогутній. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Христу Святого. Ласкавый Отче, прими эту исповедную оферу, яку ми складаємо в день успомину Святої Катерини. Нехай її приклад научить нас завжди узносить до Тебе щирую подяку. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. І з Богом Твоїм. Бог серця. Узносим ім'я Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна прета і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойче, Всемагутны вечны Боже, у святых, якія прысвяцілі сябе Христу дзеля небеснага валадарства, мы праслаўляем Твой цудоўны прогляд. Ты заклікаеш слабога чалавека да першапачатковай святасці і дазваляеш спазнаваць дары, якія нам дасі ў будучым свеце. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог Всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, заславна на вершинах, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, заславна на вершинах. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святосці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таємниця віри. Обещает смерть Твою, Твоє Єсу, визнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Франтишком, бископом нашим Тадеушем, бископом Юрой, бископом Александром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія пастули надійного воскрешення, і про всіх, хто Твою ласку дошел за того свету, и дозволим убачить світло обличчя Твоего.
Просим Тебе, измилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вечно, в едности за Святейшей Богородицей и Панной Марии, со святым Юзефом и Иоанном, со святыми апостолами и всеми святыми, якие спрадвеку подобались Тебе, как ими и мы хвалили и прославляли Тебе, прос Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разуще веки вечные. Называемся детьми Божьими, и мы являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который идешь в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво супокой дни наши. Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захование от всякого неспокою чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавця нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и милость и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Проси не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з нами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баран Боже, який дареш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який дареш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який дареш на себе грехи світу, одари нас супокоем. Боже, баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений і покликаний на вечеру Його. Маме, я не вартый, как ты вошел на меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Добрый Боже, мы приняли Eucharystyczny posiłek, jaki podtrzymał tak samo Świętą Katarynę w jej ziemnym życiu. Uczyni, aby On stał dla nas zarówkę życia wiecznego, przez Chrysta Pana naszego. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Всем доброго вечера, настрою, odpoczynku. Примите благословение. Pan z Wami. Jest z Duchem Twoim. Niechaj Was благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в упокой Христа. Dziękuję